Часть авар из территории современного Кавказа, с территории где-то в районе Алазанской долины, известные также в греческих летописях того времени как царские скифы, еще в начале I века нашей эры выдвинулась на северо-восток, далее часть их дошла до территории современного Алтая и Северной Монголии. Тогда, в I веке монголов, и тюрков в природе не было, тем более на этих территориях. На тех территориях в то время жили обособленные друг от друга енисейские и тунгусские племена, их генетические родственники, кстати, тогда были индейцы Америки, разделенные некогда Беринговым проливом. Так вот, предки современных авар, известные в те же времена в греческих источниках как скифы, пришли туда, в этот регион, и создали государство Хунну, где 90% населения состояло из местных тунгузо-енисейских народов, и 10% состояло из аварских правящих родов, так называемых царских скифов. Соответственно, за несколько веков совместной жизнедеятельности происходило смешение. Однако надо также понимать, откуда происходит название Хунну, и почему потомки современных нуцальских фамилий, царские скифы, выбрали это название для своего нового государства, которое они создали за 6000 километров от своей малой родины, Кавказа. Хуннуух, так звали одного из сыновей Ликана, который основал город Хунзах более 2000 лет тому назад на Кавказе. В тот день, когда родился Хуннуух, умер пророк Нух. На момент его смерти вся его община составляла около 20 000 членов. Новорожденного назвали Хуннух, что в переводе с аварского звучит как «рожденный в день смерти Ноя».